Коми снова гремит на федеральных каналах, но только в хорошем смысле. Накануне ухтинка Юлия Самойлова, которая собирается выступить на Евровидении в Украине, дала большое интервью телеканалу «Россия». Певица сообщила, что успешно прошла лечение в Финляндии и готова полностью посвятить себя подготовке к европейскому конкурсу. О заявлениях украинских властей девушка предпочитает не думать. Обзор федеральных СМИ в репортаже Светланы Некрасовой. Через тернии к звездам. Таким увидел творческий путь Юлии Самойловой журналист телеканала «Россия» Сергей Брилев. Как только стало известно о том, что наша певица выступит на Евровидении, девушка оказалась в центре настоящего конфликта. Украинцы говорили, что, может, не пустят вас из-за того, что вы в Крыму выступали. Как вы это восприняли? Ну, я не знаю, это как-то все смешно, и я не понимаю, с чего такой переполох. Был абсолютно обычный концерт. Там были рейслеры из Америки. То есть очень много артистов было. Я не знаю, мне как-то это все странно. Решение страны отправить человека с ограниченными возможностями на европейский конкурс многие называют пиар-жестом. Впрочем, переживать об этом девушка не считает нужным. Тем более, что в жизни она не раз сталкивалась с непониманием окружающих. Даже когда я жила в Ухте, у меня мой друг работал на Ухта ТВ. И ему про меня рассказывали, какая я плохая, как я достала уже пиариться, и на чем, собственно, пиариться. Ну, сколько людей, столько и мнений. Кому-то не нравится красный цвет, а кому-то он нравится. А так Бог им судья. Кстати, у Юлии Самойловой, которая начала свой путь с проекта «Фактор А», похоже, появилась, если не конкурентка, то точно коллега. В 6-м выпуске проекта «Ты супер» в следующий тур прошла воркутинка Светлана Чернышова. Конкуренцию девушки составили 96 юных певцов. Все они, как и Света, воспитанники детских домов, дети из приемных и опекунских семей. Студентка Воркутинского музыкального колледжа спела песню Земфиры «Небо Лондона». Зал взорвался, а члены жюри аплодировали стоя. Судьи отметили уникальную манеру исполнения. Певица «Елка» призналась, что даже она вряд ли смогла бы спеть так. Виктор Дробыш назвал юную певицу украшением проекта, а Маргарита Суханкина и вовсе уверена, нет стиля, который был бы не подвластен девушке. Выступление тронуло всех. И я как бы полностью отдался твоему опыту. Вот, и шел за ним просто там. Я ничего не судил. Я как бы, а что ты еще покажешь? А как ты еще меня удивишь? И ты не прекращала меня удивлять. Меня прям раз по голове, 2, 3. В итоге 4 «да» от жюри и 4-кратное «супер» из зала. Так что в родную Воркуту Светлана вернется не скоро. Теперь ей предстоит сделать собственный концертный номер. А победитель будет выбран народным голосованием, в котором примут участие не только россияне, но и жители стран СНГ. Тем временем на федеральных каналах звучат не только песни жителей республики, но и коми-язык. На последней игре «Что, где, когда» в креслах оказалась команда школьников, а сами знатоки задавали вопросы. Один из последних от магистра клуба. Александр Друзь неожиданно заговорил на непонятном для участников языке. Пойди путка на Теда сейчас. Тед малый, надкив. Вопрос понятен? Друзь поздоровался на коми-языке и попросил отгадать коми-загадку. Много ног, а стоит только прислонившись к стене. Команда дала неверный ответ – щетка, хотя в народной загадке было зашифровано слово «веник». Затем знанием коми блеснул и ведущий игры Борис Крюк, подшутив над магистром. Ходим мы Елыч, а Саша Пывщан Елыч. Нет, настолько я хорошо коми не знаю. Кто о чем, а Саша о бане. Светлана Некрасова, Таисия Жакова, телеканал «Юрган».